Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга. И сегодня мы поговорим с вами о мужском воспитании. В жизни каждого ребенка-дошкольника важную роль играет полуролевое воспитание. В дошкольном возрасте у детей постепенно формируется сознание принадлежности к определенному полу. И как следствие естественного процесса познания окружающего мира появляются зачатки интереса к вопросам пола. Это выражается в многочисленных вопросах, которые дети неизбежно задают родителям, подчас повергая их в смущение. 1,5–2-летний ребенок способен определить и запомнить принадлежность к полу, в 4–6 лет усвоить внешнюю модель поведения своего пола. Очень важно, чтобы у ребенка, неважно, мальчик это или девочка, были модели и женского, и мужского поведения. Поэтому и мама, и папа имеют одинаковое влияние в процессе воспитания ребенка. К сожалению, часто случается, что в воспитании ребенка принимает участие только один из родителей по причине развода, утраты, а иногда по причине очень большой занятости. И в этом случае бремя воспитания ложится на плечи чаще всего мамы. Редко, когда мама может дать полноценное воспитание своему ребенку. Как правило, в этом случае на помощь стоит призвать либо дедушек, дядей, тренеров, воспитателей мужского пола. Особенно важно это для мальчика. В возрасте от 3 до 5 лет каждый маленький мужчина проживает так называемый Эдипов комплекс, стремление сконцентрировать любовь и внимание матери на себе, в то время как отец рассматривается сначала в качестве соперника в борьбе за эту любовь, что пробуждает в ребенке негативные эмоции по отношению к нему. Эту ситуацию можно рассматривать как один из этапов психосексуального развития ребенка, на котором он с помощью доступных ему поведенческих средств впервые заявляет о своей половой принадлежности и активно демонстрирует ее. С точки зрения психологии в этом нет ничего противоестественного. Обычно к 5–6 годам Эдипов комплекс разрешается через формирование устойчивых черт полуролевого поведения. Полуролевого поведения, присущих мужчине. И принятие отца в качестве основного объекта для подражания. Подобные же процессы происходят и у девочек. Девочка учится быть женщиной, подражая маме, и, конечно же, модель поведения отца или мужчины, который играет роль отца, обязательно скажется в будущем при выборе партнера и построении взаимоотношений в своей будущей семье. Если мама дает, как правило, эмоциональную составляющую воспитанию, ласку, доброту, жалость, отец, как правило, учит, как надо правильно поступать, ставить цели, достигать результатов. Будучи более конкретными в своих установках, мужчины, как правило, гораздо быстрее доносят до ребенка, как нужно себя вести, что делать и не делать, что такое дисциплина и что такое порядок. В случае же, если отец отсутствует, эту роль следует передать кому-то из мужчин в семье, близких родственников, а также тренеров, учителей. Но надо быть очень внимательным с выбором и доверять воспитанию вашего ребенка такому человеку, который бы не навредил ему и не привил крайнюю степень таких мужских черт, как жестокость, беспощадность и агрессия.